Ишимбайский район, Шихан-Таратау. Сюда с рабочей поездкой отправился временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров. Высота Таратау 275 метров над уровнем реки Белой. Как и остальные Шиханы, Таратау – остаток рифа, который образовался 230 миллионов лет назад в тропическом море, Уральском океане. Его название происходит от башкирского «Тора» – крепость, городок, и «Тау» – гора. Здесь, у Таратау, в рамках 5-го Всемирного Курултая башкир организовали фольклорный праздник Таратау Йены. Рафаэльевич, у нас вчера был ураган. Да, мне рассказали. Да, у нас вчера была стопроцентная готовность. Но сегодня с утра пришли, все заново восстановили. Рафаэльевич, а куда мы идем? Мы-то приехали на Сабантуй, вот нашим гостям показать праздник нашего народа. Мы сегодня отдыхаем. У нас в то же время идет второй день заседания Курултая всемирно. Макар. Хорошо, спокойно. Это выставка ваших районных умельцев? Да, наших художников Ишимбайского района. Они участвуют во многих. Это люди идут наверх, да? Да, это конечно. Рафаэльевич, а вы поднимались на Ни Таратау? разу. Так получилось, что ни разу. Когда приеду в как-нибудь спокойной обстановке, хочу просто подняться. Я много раз вокруг ездил. Мы с родителями останавливались, когда деревню к родителям мамы ездили, в Ишеево, это рядом. Мы здесь останавливались. Вот, поэтому это все близко и понятно. Рафаэльевич, ведь сохранили эту гору? Сохранили, да, конечно. Все будет хорошо. Bayram türlerine rahim idige. Akhaner alelele kunaklar. Kamal beşim al-anzur bayramda. Rahim idige. Карина Владимировна, я вот заметила, что когда вас встречали танцами национальными, вы в ритм тоже, так скажем, подтанцовывали, и я знаю, что вы тоже учились танцевать, башкирских танцев. Да, училась башкирские танцы танцевать. А почему? Вы же не родились здесь, и это непросто. Ну, во-первых, башкирская музыка, она заводит. Эти танцы, они поражают и привлекают. Но, во-вторых, у меня муж башкир, и мы сейчас живем на башкирской земле. Почему нет? Культуру нужно чтить и уважать, ее нужно знать. Что сильнее огня любви, если сердце. Карина Владимировна, не могу еще не спросить, очень хочется, тем более на фоне горы такой. А вот как быть женой главы региона, такого огромного, хорошего, яркого, но региона? Это же огромная ответственность и у вас, и у Ради Фаритовича. Вот как вам? Это правда огромная ответственность, но когда ты видишь плоды работы своего мужа, что он может сделать что-то хорошее для народа, то мы готовы терпеть какие-то трудности и проблемы, которые возникают. Я вас уже спрашивала как-то 9 мая, дома ли вы? Вы сказали дома. Прошло вот несколько месяцев. Дома ли вы? Дома. Спасибо.
Ерем қоты Урал батыр. Ер тұтқаһы Урал мен. Дорогие друзья, давайте поприветствуем наших дорогих гостей. Для официального открытия праздника на сцену приглашаем временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова. Qadrli do'stlar, qonaqlar, tuanlar, millatdoshlar, hurmatli yurtdoshlar, дорогие друзья, дорогие гости, дорогие земляки, я приветствую сегодня всех собравшихся у подножия священной горы Таратау. Для меня сегодня быть с вами здесь большая честь и большая ответственность. Буквально 6 километров отсюда, в деревеньке, родилась моя мама. В нескольких километрах отсюда, на кладбище, похоронен мой отец и моя мама. И, конечно, для меня это родная земля. Я сделаю все, чтобы мы жили дружно, чтобы мы жили богато, чтобы мы были счастливы. Сегодня к нам привезли братский привет от народов Донбасса, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Давайте его поприветствуем вместе. Я хочу завершить свою речь словами, который уже стал девизом нашей республики. Алга Башкортостан, вперед, Башкирия! И указами главы Республики Башкортостан награждены почетной грамотой Республики Башкортостан Ильчугулов Рафис Борисович, тракторист-машинист общества с ограниченной ответственностью «Интернационал» муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. Присвоены почетные звания заслуженный машиностроитель Республики Башкортостан Фаткулину Ильгару Рашидовичу, начальнику инструментального производства акционерного общества машиностроительная компания «Витязь». Врачу-офтальмологу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница. Друзья, это Татьяна и ее звездочка. Обратите внимание, что звездочка выполняет команды Татьяны, что называется, в свободном режиме. Скажите, пожалуйста, почему такой необычный номер? Кто придумал? Это она наша ишимбайская Татьяна. Придумала сама, самородок. Никаких профессиональных образований у нее нет. Любит лошадей. Это нечто. Наши ишимбайские. Да, у нее нет даже уздечки, обратите внимание, нет хвоста. Это свободная дрессура. Это отважная девушка с родом с Ишимбайского района. Как так удается с лошадью воедино? Ну, это с ней, во-первых, надо дружить. Во-вторых, доверие должно быть большое, огромное доверие. Без доверия ничего не получится. И любовь к лошадям. А кто по профессии? Про профессии программист-бухгалтер. А какие ласковые слова вы говорите лошади? Вот сейчас что скажете? Ведь все удалось? Ну, конечно, я похвалю. Молодец. Браво, браво. Это для браво меня самое вам. главное. Спасибо. Вы умнички. Спасибо. Скажите, вы с утра самого на празднике или недавно присоединились? Нет, мы давно уже здесь. Мы уже здесь с 12 часов. И как вам праздник? Ну, все нравится. Здорово, что на Ишимбайской земле такой праздник. Да, очень нравится. И что тут рядом,
вообще хорошо. Сейчас мы с вами станем свидетелями третьего матча нашего праздничного турнира по древней тюркской конной забаве под названием «Иллак». 25-килограммовым «Иллаком» сейчас завладели баймакские парни, и они... Да, друзья, ваша команда действительно сильна, мощна и велика. И посмотрите, теперь 11-й номер был близок к тому, чтобы сделать счет совсем уже неприличным и крупным, сделать 3-0, но неплохо играет в защите сейчас. Неплохо играл в защите Ишимбай, однако для команды Баймака это совсем не проблема. Не получился один проход, получится другой. Да? Вы, как ректор университета, здесь, у подножия горы. А вот это решение сделать Сабантуй трезвым с точки зрения физиологии, с точки зрения медицины, правильное? Вы знаете, это абсолютно правильное решение. Да, и лучше вообще не пить, чем пить, теряя контроль. Вы видите, люди веселятся, радуются, праздник, хорошее настроение. Но здесь есть и медики. Здесь медики есть, здесь Стерлитамакская медицинская скорая помощь, Ишимбайская скорая помощь. Здесь порядка 15 машин скорой помощи круглосуточно дежурят. Они останутся и до Сабантуя, и они останутся здесь всю ночь. Будут работать наши бригады. Действительно нестабильная погода. Мы готовы оказать помощь в наших лечебных учреждениях. Уральская вертушка. И вы посмотрите, да, какая вертушка пошла. Отлично! Стойка на ногах, друзья, ваши аплодисменты! Это вообще невероятный прием на полном скаку. Да, все четверо, аплодисменты! Супер! Куда ведете гостей? Сейчас у нас есть несколько районов, которые поставили хорошие юрты. Я рекомендую тоже также посмотреть вместе с вами. 25 районов, в том числе Ишимбайский район, поставил замечательно. Пойдемте. Давайте покажем. Ради Фаридович, как выступление? Очень понравилось. Очень понравилось. Вот у меня сразу родилась идея. Вот, особенно связанная с лошадиными соревнованиями, с джигитовкой, связанная с Иллаком. Вот популяризировать, чтобы в каждом районе у нас уже были свои команды. Вас приветствуют как национального героя. Это приятно и вместе с тем ответственно. Люди верят вам? Ну, не знаю. Верят. Я, по крайней мере, стараюсь честно работать. Здравствуйте. Привет из города Мурманска. Я знаю, что вы заключили договор дружбы между кораблем Георгий Победоносец и Республика Башкортостан. Здесь, да. Вот у меня к вам были два вопроса, можно их озвучить? Да. А есть возможность у Республики Башкортостан помочь нам в восстановлении контактов с руководством Северного флота? А что такое? Потому что у нас там очень много наших выходцев из Республики Башкортостан, которые служат, да. Ну, где-то осенью меня уже приглашало руководство флота. Отлично. Я бы вы очень... тогда просто напишите мне или что. Мы будем рады вас встретить, как земляки. Спасибо. Здравствуйте. Позвольте у вас узнать ваше мнение. Как вам праздник в Башкортостане? Очень колоритное и, что очень бросается в глаза, жителям Башкортостана это нравится. Они этим живут, и это очень ценно. То есть тот народ, у которого есть история, который ценит свою историю, передает следующим поколениям, этот народ обречен на успех, на победу, на дальнейшее существование. Это здорово, замечательно. У Башкортостана этого точно есть. У нас сегодняшнее мероприятие использует самый традиционный, аутентичный башкирский юрт, покрытый настоящим войлоком. Я это уже где-то слышал в других районах. Заходите, пожалуйста, в наши юрты ремесленников. А монгольский юрт, он более легкий просто, конструкция. Вот именно тюркская юрта, она ценна. И на сегодняшний день у нас возрождается эта традиция. Вот в том году был буквально только один мастер, который делал настоящие тюркские юрты. То есть это не агидель, а это ручное произведение искусства, определенная специализация изготовления башкирских юрт. Это юрты. У нас вторая юрта тюркская, башкирская стоит традиционная. Вот что интересно, вот мы стоим здесь, да, на улице Жара.
Здесь не жарко, да, не так жарко. Войлок держит температуру, то есть когда жарко, холодно, а когда на улице холодно, я здесь жарко. предлагаю, что вы идите, А мы останемся я здесь? полежу немножко. Вторая войлочная юрта такая же есть. Гости остальные. Расскажи. Можно вашу руку? Издревле башкиры славились кожевным ремеслом, делали специальные посуды для кумыса, кюрдюки, колчаны. А сейчас мы возрождаем, опять же, это ремесло кожевничества уже для современного населения, для современных людей. С этническими элементами делаются сумки, браслеты. Кожаные изделия. Спасибо. Владимир Ильич, я думала, что народный промысел развивает в районах, ну, подальше от столицы. Оказывается, в Уфе тоже есть. Они развиваются, но я говорю, их надо поддерживать только государство, потому что в рынке они маловероятно, что выдержит вот поток дешевой вот этой аналогичных изделий, которые поставляет Китай. Это такая особая история, которая просто требует поддержки со стороны государства. А вы и за это взялись? Пока нет, вот просто пока смотрим, наблюдаем. Вот у меня сегодня вот такой подарок. Кто у вас сегодня гости? Вы же не один здесь? У нас гость глава ДНР Денис Владимирович Пушилин. У нас здесь делегаты Курултая нашего очень много, практически с несколько десятков стран. И у нас сегодня капитан большого десантного корабля Георгий Победоносец. Это наш подшефный корабль. Североморска, да. Вот тут много вообще на самом деле. Я устану перечислять, очень много людей. Хороший праздник. Спасибо. Уважаемые друзья, участники соревнований по национальной борьбе куреш, мы приветствуем наших дорогих гостей. Сабантуя, временно исполняющего обязанности главы Республики Башкортостан, Хабирова Ради Фаритовича. Дорогие друзья, вашему вниманию, для всех гостей и участников 5-го Всемирного Курултая Башкир, для всех болельщиков и зрителей, финальные схватки по национальной борьбе куреш. Финал за первое и второе место приглашается Кинзябаев Айнур, город Ишимбай, и Буранбаев Руслан, Ишимбайский район. До 70 килограммов готовы борцы. Кинзябаев красный кушак, напоминаю. Зеленый кушак. Дорогие друзья, надо работать, надо решать, что делать. Есть. Оцениваем. Предупреждение. Ничего не было, к сожалению. Возвращаемся. Вот этот круг, дорогие друзья, на языке борцов называется точка отсчета, с которого начинает мужать каждый мужчина, посвятивший себе борьбе в этой жизни, если он хочет кем-то стать. Поднимаем градус настроения и борьбы куреш. Мы продолжаем. Очень большие ставки, дорогие друзья, потому что не было отрыва. 36-кратный чемпион мира. Единственный в России. В России, да. У кого нету. Ну вот, и мы вас наконец-то нашли. Тут людей много, думали, не найдем. А что это вы так запыхались? Знаете, выступаешь всего минуту 15, быстро же вращаешь. Из-за этого там невозможно так, что вот не дышать. Я показывал бой с тенью. То есть, честно говоря, я никогда не дрался. Но если были бы нунчаки настоящие, допустим, вокруг 2 метра никто не подойдет. Точно? Расскажу, проще говоря, это будет конкурс со зрителями. Не опасно это? Не. Я сейчас покажу искусство владения оружием. Покажу, как это делается, покажу на месте технику буду метания. Делать. Чуть-чуть отойдите. Сукмара, броска камня, таш-роу и сукмар, таш-лау, метание дубины или метание камня. Для этого конкурса мне нужны человек 15
мужчин, можно 20. Победителю я вручу денежный приз прямо здесь. У нас 2 вида будет состязаний. Метание палицы, сукмара и метание камня. Кстати говоря, вот... Как так можно научиться? Всему можно научиться, главное тренироваться. Ишимбайский район. Кинзябаев красный кушак, Бурамбаев зеленый кушак. Ковер А. Вашему вниманию, весовая категория 60. Давно наблюдаю за вашей карьерой. Вы политик, ну, большой политик. Нет, политик у нас вон там борется Это на поясах. Однозначно, вы были политиком, вы были депутатом, вы отказались от депутатского мандата, вы работаете в Башкортостане. Это много или мало? Ну, это большое счастье и большой, мне кажется, большой успех работать в команде Ради Фаридовича. Для меня. Поэтому я не думал ни минуты. Когда такое предложение мне поступило, я сразу же согласился. Что нового вы сейчас носите? Ведь приходится по ступенечкам буквально, что не возьми, какую По сторону не возьми. Да? Ну, на самом деле, мы стараемся привнести в работу и органов власти, и в работу наших институтов развития все то лучшее, что мы знаем. Все те практики, которые были нам известны по предыдущей работе, я имею в виду Ради Фаридович в Красногорске и в администрации президента, я в качестве депутата Государственной Думы. И это, конечно, накопленный опыт. Это возможность реализовать какие-то свои связи, знакомства на благо интересов жителей. И поэтому мы вот эти все новые практики выносим, и из этого, из маленьких крупиц складывается большой успех. Ну вот недавно, знаю, что у вас были совещания, связанные с темой брошенного транспорта, связанные с контролем над ямочным ремонтом, в частности, то, что волнует жителей. Ну и много еще других проектов. Будет контроль над ямами? Контроль над ямами обязательно будет. Мы его установим. Понятно, что мы в начале пути. Мы фактически с нуля создаем систему, во-первых, контроля над ремонтом этих ям. Во-вторых, над тем, чтобы сделать эту работу системной. Но я уверен, у нас все получится. Это точно. Но получается, что приходится привносить что-то из законодательства. Но в любом случае здесь есть сложности, с которыми мы сталкиваемся. Эти вызовы мы просто должны принимать и с ними работать. Это и механизмы контроля за тем, как сделан ремонт, механизмы выявления этих ям, механизмы финансирования. Все это должно быть гармонично. Все эти процессы должны быть вместе. Ну и не только ямы, а в целом вот у вас вектор какой глобальный? У меня глобальный какой вектор? Работать во благо людей в команде с Ради Фаридовичем. Спасибо, у нас абсолютно тоже. Спасибо. Конечно. Счастливо. Спасибо. Ради Фаридович, я отметила для себя, что, ну вот уже, скажем так, несколько месяцев, что башкиры особая нация, гордая, но, скажем так, с достоинством, но не с гордыней. Да, да. Каждый народ по-своему красив. У кого-то одни черты чуть более выпуклые, другие. Но все мы, все народы, которые вот у нас проживают, в нашей огромной России, они... Ну а что, марийцы, что ли, не гордые, или трудолюбивые, или удмурты, или татары, или эвенки, все. Поэтому тут... Ну, знаете, трудно представить себе башкира, который будет где-то с мастерском строить дом, допустим. Почему да? нет? Будет. Ну, Вот честно говоря, это не массовое движение. Но это на севере работают. Да. На севере работают. Нет, вы зря говорите. Есть и башкиры, которые за станком стоят, и со скальпелем работают, и открытие делают, и коров доят. Всякое есть, как и везде. Но вы поддерживаете тех, кто за пределами Башкортостана живет? Ну что значит, конечно, поддерживать. Мы же только на Курултае это обсуждали, что нужно сделать. Там очень много вопросов. И просто уровень поддержки наших соотечественников за пределами республики, ну, скажем так, сейчас не на очень высоком уровне. Вот на Курултае мы обсудили, как это сделать. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Аплодисменты! Я не слышу аплодисментов в честь гостей. Или вы не слышали, дорогие друзья?
Все нормально, да, все в порядке. У нас же ураган был. Поэтому Райферс там. Больницу все, тут скорая помощь забрала. Все нормально. Да, Архангельский район с утра. А в течение дня? В течение дня, пока без каких-либо происшествий. Все в порядке. Там исключительно на отдельных случаях. Наверное, не без этого. Там, где Европа встречается с Азией. Конгрессная столица России. Место проведения саммитов жестких. Что вы приготовили для гостей? Лазерное шоу. Вот интересно, вчера 1,5 часа сидел, наблюдал. Но пока интригу хочу сохранить, не буду раньше времени раскрывать. Ну, поверьте, будет интересно. Хорошо, смотрим. Республика Алтай! Рад Фаридович, а почему вместо салюта традиционного лазерное шоу? Ну, во-первых, он более зрелищный. Я вот на это смотрел, и мне кажется, вот люди смотрели, слезы на глазах были, потому что это вот то, что это наша Родина, это наши основы, которые мы будем хранить и беречь. И это наша основа башкирского народа, всех народов, которые живут. И мне кажется, вот это говорит о том, что вообще Башкортостан очень крутой и только Алга. Важно, что все это мероприятие у подножия горы Таратау, и гора Таратау для Башкирии особенная. Ну, она почему? Потому что за нее какая-то была неопределенность. Мы поставили жирную большую точку. Вот ничего тут необычного нет. Вопрос другой, что мы всю нашу природу, всю нашу Башкирию, весь нашу республику Башкортостан будем беречь. Если мы какие-то природные богатства используем, мы будем ясно, трезво понимать, для чего мы это делаем. Налоги, зарплата, рабочие места. Спасибо. Спасибо.